Тут такое дело. Телеканал АТР, который год, если мне не изменяет память, боролся за свое выживание, за свое финансирование. АТР уже почему-то вдруг ни с того ни с сего зарезали финансирование, по-моему, год назад примерно тогда, а может и полтора. И вот все это время он боролся, чтобы получить деньги. И деньги, в общем-то, ему были юридически выделены, но в реальности они до него так и не дошли. Так вот, сейчас началась вторая серия. Опять Ленур Ислямов и руководство канала были там, господи, в Нацраде по вопросам питания, или как это называется, телевещание, или как это называется, да? Не помню сейчас. И пластинка начала крутиться заново. То есть вроде как финансирование подтверждается, финансирование есть, но на руки вы деньги не получите, потому что вам надо участвовать опять в каком-то конкурсе, ля-ля тополя, то все пятое, десятое. Какой может быть конкурс на производство контента о крымских татарах у единственного крымско-татарского телеканала, я понять не могу. Но это вот как бы типа требования закона, и вы должны во всем этом участвовать. Дорогая власть, я уж не знаю, кто там ответственен конкретно за этот вопрос, но скажите мне, пожалуйста, вот Владимир Александрович вчера в интервью сказал, что никто до него о возвращении Крыма не думал, и он первый политик, который будет думать о возвращении Крыма. Вот, Владимир Александрович, вот если вы думаете о возвращении Крыма, скажите, пожалуйста, как так получается, что уже больше года единственный крымский татарский канал у вас функционирует на грани закрытия, не получая финансирования, имея дикие долги за спутник, которые ему сказали уже, что будут закрывать, потому что спутник хошь как хошь, а надо оплачивать. Так вот, каким образом вы собираетесь возвращать Крым? Вот хотелось бы получить ответ на этот вопрос. Я бы попросил вас распространить эту информацию, потому что я считаю, что невозможно допустить закрытие крымско-татарского канала в стране канала. Профессиональная деформация. А, да, крымско-татарского канала, действительно, перепутал его с северо-крымским каналом. И тут профессиональная деформация. Так вот, невозможно допустить закрытие единственного крымско-татарского вещательного телеканала в стране, которая борется за возвращение Крыма. Потому что это бред и оксюморон. Не бывает так, не должно быть так. Пожалуйста, решите этот вопрос.